Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Власти Якутии сформировали портфель проектов по указу главы Якутии Айсена Николаева в рамках проекта по борьбе с бедностью. Какие меры разработаны? Об этом сегодня поговорим с гостьей студии Светланой Горюшинской, председателем Госкомитета по занятости населения Республики Саха. Светлана Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте говорить подробно об указе главы Якутии о мерах борьбы с бедностью. Какие меры были приняты? Я, конечно, хочу сказать в первую очередь, что занятость населения – это действительно и увеличение занятости. Это один из основных показателей, потому что все-таки каждому человеку необходимо реализовать себя и найти ту работу, да, которая даст ему дополнительный доход, во-первых, и в целом улучшит его благополучие и его социальное, скажем так, положение в обществе. И вообще, значит, занятость, она в целом влияет как бы на каждого человека, так и на общем экономику не только нашей республики, но и страны в целом. Поэтому на этот показатель необходимо, безусловно, обращать очень пристальное внимание, и мы в рамках портфеля проектов разработали со своей стороны 4 проекта на сегодняшний день, в которых постарались уместить те, наверное, первоочередные необходимые мероприятия, которые позволят нам вовлечь в активную экономику максимальное количество наших жителей. Во-первых, это проект «Прогноз», то есть в первую очередь, безусловно, мы должны посмотреть, сколько же на ближайшую перспективу, это хотя бы на 5 лет, да, нам потребуется дополнительные кадров, да, дополнительную потребность у наших работодателей для того, чтобы подготовить профессиональные кадры и обеспечить их образование в высшем и в среднепрофессиональном образовании. Это сейчас на данном этапе мы уже подходим к опросу работодателей, и нам обязательно нужно, чтобы работодатели каждой отрасли прошли эти опросы, чтобы показали то развитие, которое у них будет, да, на ближайшее время, и ту потребность, которую они испытывают сейчас. Опросы основные у нас пройдут в июне и в июле этого года. Такие опросы идут у нас сейчас и по всей России в том числе, поэтому я надеюсь, что мы уже к осени будем иметь более реальную картину. Плюс ко всему, в рамках проекта мы прорабатываем различные подходы к формированию этого прогноза, которые будут более эффективны и позволят нам более качественно подготовить те необходимые кадры. Еще один проект, он касается уже текущей потребности работодателей, потому что на сегодня мы понимаем, что она тоже действительно имеется, и дефицит кадров ощущается, несмотря на то, что у нас рекордно низкий показатель безработицы. За январь-апрель только этого года уровень безработицы у нас снизился на 4 процентных пункта и на сегодня составляет 5,5%. Тем не менее, потребность она существует. И следующий проект – это «Работающие Якутия кадры», как раз-таки направлен на обеспечение этой потребности. В рамках этого проекта в первую очередь акцент будет сделан на индивидуальную работу с каждым работодателем. Сейчас мы как раз-таки анализируем эту потребность, да, и тех работодателей, которые ее заявили. Сейчас у нас на электронной цифровой платформе «Работа в России» свои вакансии, 10 тысяч вакансий выложили более 1000 работодателей. В основном это вакансии рабочих профессий, составляют более 50%. И также акцент будет у нас смещен на, если раньше служба занятости работала в основном с безработными, которые состоят на учете, то сейчас мы делаем приоритет на всех жителей республики и плюс ко всему, конечно, привлечение высококвалифицированных кадров с других регионов, если это потребуется. Следующий проект, о котором, наверное, необходимо сказать, это проект «Работающая Якутия Инклюзия». Как я сказала, что мы должны вовлекать в активную экономику все ресурсы, всех жителей, да, и реализоваться должен каждый человек. Соответственно, гражданам, которые имеют особенные возможности здоровья, мы должны также уделить необходимое и повышенное внимание для того, чтобы дать им возможность
трудоустроиться, найти свою профессию, социально адаптироваться на рабочих местах. И в рамках проекта мы хотим достаточно серьезно увеличивать занятость именно этой группы населения. Здесь, наверное, акцент все-таки больше будет на мотивационные мероприятия, поскольку в первую очередь, мы считаем, что психологический аспект в этом направлении он Безусловно, очень серьезно важен. Да. Мы работу уже начали, сейчас также проводятся опросы граждан с инвалидностью на, во-первых, предмет их готовность к трудоустройству, да, и в первую очередь мы должны понять и проанализировать их нынешнюю ситуацию, их, во-первых, пожеланий, да, и их физических возможностей, к тому труду, на который сейчас они готовы выйти, и уже определить те механизмы работы с ними, которые мы будем применять. И плюс ко всему мы уже также составляем тот пул работодателей, которые готовы на сегодня взять инвалидов на работу, да, и определить те специальности, те рабочие места, на которых могли бы инвалиды работать. Обязательно нужно сказать, что квотирование рабочих мест, этот закон продолжает действовать, и также у нас более 1000 работодателей должны обязательно в рамках квоты трудоустроить граждан с инвалидностью порядка 3000 в нашей республике. Эта квота обычно ежегодно закрывается порядка 70%, и нам, конечно, даже уже в этом году необходимо увеличивать ее, в лучшем случае до 90% точно. Но, конечно, нужно, чтобы ее исполняли все работодатели. Следующий проект – это «Женщина села. Время действовать». Она направлена на наших женщин в сельской местности. Почему выбраны женщины? Потому что все-таки это хранительница очага, это тот человек, который строит быт, сохраняет семью. И очень важно, чтобы она также была реализована, чтобы она нашла себя в жизни не только в семейных обязанностях, но тем не менее занималась делом, которое ей интересно. И уже у нас создано 8 женских клубов по республике, в наших сельских районах республики. И в рамках клуба работы этих клубов мы трудоустроили больше 140 женщин. Мы даем возможность их попробовать себя в различных сферах, скажем так, да, им даются мастер-классы, опять же идет работа с психологами, мы привлекаем женщин-лидеров, которые уже состоялись, уже реализовали себя, для того, чтобы они рассказали свою историю и каким-то своим таким ярким примером, да, дали, возможно, тот стимул для развития женщины и дальнейшую возможность, скажем так, ее реализовать себя. Вот такие проекты на сегодня действуют. Безусловно, в рамках реализации этих проектов мы будем корректировать мероприятия, да, если они добавлять ту эффективность, которая нам необходима. Без специалистов, наверное, нет проектов. Хочу вас спросить еще и о программе целевого обучения. Вот сейчас как там идет подготовка? Действительно, сейчас мы входим как раз-таки в период приемных компаний. Сейчас активно заканчивают у нас школьники, да, которые становятся абитуриентами, и обязательно необходимо отметить то, что в рамках изменений федерального законодательства об образовании, и у нас в конце апреля сейчас вышло новое постановление, которое меняет механизмы заключения целевых договоров. Сейчас обязательным условием является то, что каждый работодатель, теперь, который хочет найти себе студента и заключить с ним целевой договор, обязан быть зарегистрирован на портале «Работа в России». Он как заказчик должен выложить предложение свое, да, выразить, скажем так, свою готовность, зарегистрироваться в личном кабинете и помимо этого внести туда необходимую полезную информацию, необходимую для студента. Это в каких условиях будет работать будущий специалист, да, какие меры поддержки будут ему оказаны во время учебы, какая должна быть успеваемость и требования, например, образовательного учреждения, где он будет учиться. И уже после этого, получается, через госуслуги
абитуриенты, они могут выбрать работодателя, которому хотят трудоустроиться, и подать свою заявку на заключение с ними целевого договора. После подачи предложений идет модерация центрами занятости на правильность подачи заявки работодателями, и после этого уже только после модерации статус у работодателя идет как опубликованное предложение. Эту работу, к сожалению, да, сроки очень сжатые, и если работодатели хотят найти себе уже квалифицированные, ну, как бы для подготовки квалифицированных кадров, они должны это сделать до 10 июня. Ну вот как бы механизм изменился в эту сторону. После того, как заявка будет подана, и уже в конце, скажем так, да, когда абитуриент будет зачислен и станет студентом, уже происходит непосредственно само заключение целевого договора трехстороннего с образовательным учреждением, работодателем и нашим уже теперь студентам. А программа учитывает такой момент, что, например, студент учился, и вот, ну, в какой-то момент передумал, не по душе ему эта специальность, что делать дальше? Программа этого, сказать, что она это учитывает, я не могу, потому что здесь мы говорим сейчас о механизме именно заключения целевых договоров. Да. Здесь уже, наверное, учебное заведение, работодатель уже в трехстороннем как бы режиме должны эти вопросы самостоятельно решать. Хорошо, ну и в завершении нашей программы напомните, пожалуйста, адреса телефона, если захотят обратиться жители Якутии в Центр госкомзанятости населения, что делать, куда звонить, по какому адресу приходить? Будет работать, если касается целевого обучения, буквально вот в эти дни запускается колл-центр. Ну, к сожалению, мы все телефоны мы доведем, вот буквально это все, эта информация разойдется в ближайшие дни. Будет работать колл-центр для поддержки, для информирования граждан. А вообще в целом вся информация есть в наших соцсетях, в нашем телеграм-канале Госкомзанятости, Центра занятости Республики Саха-Якутия. Также у нас есть личные страницы официальные ВКонтакте и в Одноклассниках. Официальный сайт Госкомзанятость сахаков.ру. Мы всех ждем, и вся информация обязательно будет там. Ну что ж, спасибо, Светлана Валентиновна, очень информативно. Я думаю, что много кто к вам обратится, и уж точно никто не останется без работы. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.